Пам парам 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 пам 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 парам. Ну чё, друзья, всем привет. Немножечко решили выйти, короче, мы в прямую трансляцию. Решили выйти в прямую трансляцию. Не знаю, там слышно, не слышно. Напишите, пожалуйста, в чатик. В чатик. Видно там, не видно нас, не? Ну да, типа пробная версия, ага. Будет слышно или нет нас? Напишите, друзья, в чатик. Надо еще музычку включить, чтобы музычка играла. С музыкой веселее будет у нас. Так, надо сюда поставить телефончик, чтобы лучше видно было, как говорится, у нас. Вот так вот сейчас сделаем. Друзья, напишите в чатик, как вообще видно, не видно, слышно, не слышно. Чат вообще работает. Работает или нет. Вроде как работает. Чё? Ну да. Алиса, включи какую-нибудь музычку. Тихо, тихо. Ну нормально, слышно, в принципе. Всем привет, друзья, всем привет. Ну что мы сегодня, что пообсуждаем? Посмеемся над чем-нибудь. Можем в чат-рулетку выйти, поугарать в чат-рулетке. Не знаю, что-нибудь тут посмеяться. Сегодня воскресенье, день суровый, завтра понедельник, трудный день. Ага. Ну, проверяем пока, сейчас настраиваем все. У нас сейчас время 9 часов вечера, плюс-минус, короче. А у кого как, я не знаю, сколько там, что. Вид зеленый. А, кофту поменять, что ли? Вот эта музыка, она потом авторские права будет на эту музыку. Хотя фиг с ним, да? А вам, друзья, музыку слышно или нет? Или так себе? Интересно, слышно музыку, нет? А? YouTube-то все распознает, конечно. YouTube он у нас хитрый. У меня 1452. Закрой вот это, что лучше было. Ну получается это московское. Получается, да, московское время 14:52. Минус 6 часов. Что там в Москве, как делишки, нормально? Москва, как говорится, рулит, да, у нас? Москва рулит. Хотя погода сейчас тоже, по-моему, в Москве фиговенькая наступает. Уже пора. Погодки портится. У вас уже сколько у нас? 20-ка? Давит. Ну, 30-ка была. Сейчас уже, в принципе, потеплело. А не в Москве это где? Ну, наверное, Московская область. Что мы там? Воронеж. Там край Краснодарский. Вот такой. Один часовой пояс, как говорится. Да? У нас 17:53. Марвана. Ну, если Дуки, кстати, почти угадал. Кавказский, Краснодарский край. 17:53 это, наверное, у нас Новосибирск, наверное, Красноярск, Новосибирская область, Красноярский край. 17:53, да? Скорее всего так. Потому что разница во времени. Раньше между Красноярском и Новосибирском час была разница во времени, там вот этот час убрали.
и приравняли, короче. Омская область. Мы, кстати, на поезде, когда проезжали, мы через Омск ехали. Заезжали, короче, в Омск на поезде. Ну, погулять не удалось. Погулять. Может быть, в следующей поездке удастся. Ну что, как погода в Омске-то нормальная, не? Или так себе? В Красноярске, там, вон там, в Новосибирской области, в Красноярском крае. Эти же были, как они? Ураган же там все посносило к чертям. Там может пипец все посносило. Сейчас вроде так. Зима все равно берет свое. Зима свое возьмет. Так что... Друзья, лайкосики поставьте. В Омске +2, ни хрена себе, блин. Ну это вообще Ташкент, +2. +11. Ну, блин, в Ессентуки. Это же там, где воду минеральную делают, в Ессентуках, получается, да? Минералочку фигачат. Ну, кстати, дорогая стала минералка в Ессентуках. По-моему, номер 17 мы брали и номер 4. Интересно, натуральный продукт, не? Вот надо будет на юга на поезде прокатиться, кстати. Если такие, вот интересно, поезд заходит, нет? Или там через Нальчик, может, как-то. Через Краснодар, наверное. А там дальше уже это на автобусе, скорее всего. Как-то так. Все нормально, кстати, слышно меня, не? Я сейчас громкость побольше поставил. Привет из Нарьян-Мара. Димончик, пламенный привет. Спасибо, что залетел на Нарьян-Мара. Ну там у вас точно, наверное, тепло, да? Там Ташкент у вас. Сколько у вас там времени-то сейчас, кстати? Нарьян-Мар. Ну нормально. Она же уже порезанная. Можно я такими маленькими, и вот эту штучку, можно в ваши инстаграмы. Ну, кстати, сейчас же все позаблокировали, вот это вот инстаграмы. Сейчас все через VPN же надо переходить. Кстати, это... где же есть же ссылка, по-моему, на YouTube-то? Зайдите там, посмотрите, там и на ТикТок есть ссылка, кстати. Вот надо еще в ТикТоке сделать тоже прямую трансляцию, там тоже интересно будет. Там ссылки есть, кстати, да, и на Яндекс.Дзен есть ссылочка. А, там ссылки нет, но я посмотрю, кстати. Это, напиши потом на почту, там почта указана, gmailская. А? Грута? А его так видно, Грута. Ага. Нет, а ему видно Грута. Друзья, видно вам Грута? Вон он, Грут. Я есть Грут. Вот там Грут. Картинка ТикТок. Его можно поближе поставить, чтобы лучше видно было. Интересно просто, какое качество изображения. Продавцы привязывают пакеты, сильно. Не, ТикТок забочий, ну там, короче, это специальные моды ставишь, вот, ну, находишь это в общем доступе, в открытом доступе находишь, и там есть это, специальные моды ставишь, получается, взломанные приложения, и там можно прямые трансляции вести. Всем привет. Прямые трансляции можно вести там, и ролики можно закидывать, как говорится, это, обход можно найти всегда. Что тут нормально? Вот, друзья, короче, купили тунца. Видно, так интересно будет? Так не видно.
Размыто все. А вот, все. Сфокусировалось. Тунец. Ну, не знаю, вкусно, нет. Вроде как морская рыба. Димон пишет. Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар. Живем по Москве. А, Москва, по Москве. Ненецкий автономный округ. А, кстати, у вас там не полярный круг считается? Не Заполярье? Нифига себе вы туда забрались-то. Вкусно? Да? Мгм. Такие вот порезы. Да. Даже можно поменьше порезать. В принципе. А, ну это сильно маленький, да. Что, друзья, завтра кому-то на работу надо, нет? Есть у нас работающие люди на завтра? Нарьян-Мар. Ну, да, это, по-моему, Заполярье, там где Норильский никель, Норникель, это вот все туда, на север, крайний север. Ну, видишь, у нас как бы не считается крайним севером, у нас как бы район приравненный к крайнему северу. У нас, наверное, вот так, скорее всего. У нас полярный круг где-то километров 60-80 мы от него находимся, поэтому мы приравнены к крайнему северу. Кому-то в школу идти. Какой класс-то в школу идти? Какой класс-то? Нифига себе. Учись на пятерочке. Ну, двойки нам не нужны. Двоечки нам не нужны, не нужны. А ну учи. Седьмой, нифига себе, 7 класс, ё-моё. Это не наши, это не Рома, что ли? Не, это с Ессентуков, где минеральную воду делают. Ессентуки. Рома. Маленький друг. А Рома, по-моему, на ютубе-то не смотрит, я в ТикТоке только смотрел. По-моему. Да? Роман Чоус. Комарджопа. Ну, странно, да? Но, Вкусная, да, рыбка? прям. Вкусная рыбешка, вкусная. Сейчас в отпуска уже все записываются на следующий год. Каждый планирует свои отпуска. Кто на лето, кто опять на зиму, кто что. Ну, такая необычная рыбешка, да? В принципе. Необычная. Кстати, в Норильске не был никто из вас. В Норильске там тоже говорят так. Ну, Вообще. холодновато. Браво. Так, сейчас быстренько. Что там, нормально все? Короче, Юлька пошла гулять у нас с Грейси. О, Снегурочка, привет, привет. Как дела? Да нормально все. Чики-пуки, бомбони. Я на новогодних каникулах в Москву поеду. Ну, в Москву прикольно на новогодних каникулах. На новогоднюю елку, наверное, да? Тоже неплохо. Ребят, приезжайте в гости, если будете в Бельгии. Буду рад. О, Бельгия это далеко. Бельгию, если даже бы и хотели бы, то, к сожалению, никак. Тем более в наше время сейчас. Как попасть в Бельгию, сами понимаете. Сейчас такая, Ну, спасибо за такая приглашение. ситуация. Да, спасибо за приглашение. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Что, кстати, давно в Бельгии живете-то уже? Наверное, лет 10-15, это точно. Если не все 20. Че, Не видать, а цели не видать. Юльку не видать?
Короче, где-то носится Люлька. Так, Короче, Юлька где-то носится. вторая смена, поэтому можно Дмитрий звонить. Васильевич, большое спасибо за перевод. 333 рубля 33 копейки. Привет из Нарьян-Мара. Перевод поступил. Большое Так, там спасибо. надо да? Да. Большое спасибо за поддержку, за новые ролики, как говорится. Почему вот сюда вот не выскакивает, интересно? Надо вот здесь вот прямую трансляцию настроить. М. Спасибо, Дима, спасибо. Спасибо, дружище. Нарьян-Мар сегодня в топе. А? Ну, какая-то Зачем? Да не, нормально. М. Не, ну выглядим там и нормально, чё? Не знаю. Чё? А чё? Кто-то после суток не очень хорошо выглядит. После суток? Уставшая, да? Вот здесь должно выскакивать это. Доната. Я не пойму, как оно выскакивает. Я раньше в Кишиневе жил. Кишинев, это же Молдова, да? Кишинев. Да. Это же Молдова. Столица, по-моему, даже. А чё уехали с Кишинева-то, интересно? Мне кажется, там тоже неплохо, в принципе. Или сейчас вот с этими событиями решили просто уехать. Судя по этих событий. Так, а что тут не выскакивает? Я что-то вроде все сделал. Надо потом будет посмотреть. Оно же должно выскакивать. Не, Кишинев. А мы не были в Кишиневе, да? М. Я была в Молдове, но не в Кишиневе. Подружки ездили в гости. О, это как давно было, да? Мгм. Лет 12-13. наверное. Тебя еще и не знала. Да. А чё? Сообщение. А вот так? Не, она что-то я не могу настроить. Привет из горного Алтая, бывших жителей Айхава. Ух ты. Виктория. Да ну нафиг. Горный Алтай, очень рады. Большое спасибо. Почему Привет, бывших привет. жителей? Мне кажется, жители, которые уезжают, они всегда будут, наверное, здесь, по крайней мере, помнить про Айхау, да? Про тот уголок, В как это камеру сказать. положи, когда ты Нет, да, общаешься, ну и так, наверное. нет, да я же, видишь, я же чат читаю. Я ж не могу так смотреть. Ну, Я я же готов погляди. чат читаю. Мама написала, как я вас обожаю. Мам, Нет. привет! С праздником еще раз. Всех, да, всех дам, всех женщин, всех мам с праздником. Сегодня же у нас Что, мама день, не поставила? день мам. Готов? Всех поздравил, почему? Как Ну же я ладно. могу не поздравить-то? Я всех поздравил. Уже 23 года живем в Бельгии, прекрасная страна. И, кстати, здесь Ван Дам родился. А, Жан-Клод Ван Дам. Кстати, в Бельгии он А, да? родился. Да, точно. Ты же его фанат. Он же бельгиец. Жан-Клод Ван Дам. Точно, точно. Он же бельгиец. Да. Жан-Клод. Не, надо вот это настроить. Это ж Да, я сейчас прикольно же. буду настраивать потихонечку. А вы, друзья, это пока я что-то поменял уже эти ссылки. А что, кстати, как бельгийцы относятся к Так, русским? это другой фанат. Это что? Как, кстати, бельгийцы относятся к русским? Озвучь. Интересно знать. Я с Кишинева переехал в Читу, а с Читы в Ессентуки. Нифига себе у тебя это... Путешествие круга света. Какое путешествие, да, не маленькое. Не маленькое путешествие. Интересно, интересно. С чем это связано так, такое путешествие? Не маленькое, я бы сказал.
Блин, пока все понастроишь. Не, да, чат-то идет, и сюда можешь не смотреть. То, что я делаю. Юля, красотка, завидую тебе, Саша. Юля. Наша Юля, красотка, гуляет. На улице у нас сегодня потеплело. Ну, как бы потеплело, минус 16. А, Но ну, ветрище. это, наверное, это. Лучше было минус 30, как и до этого, чем вот этот ветер обжигающий. Это вы, наверное, ролики Юля смотрели. гуляет с Грейси у нас, да. Может, подумали, что я Юля. Нет, наверное. Но мы с Ессентуков до Читы на машине ездим. Сколько километров, интересно? Наверное, недалеко. А вот фиг его знает. Сколько. Ну, на машине классно. Шествовать. Где хотели, где захотели, остановились. Нет, на самом деле, да. Отдохнули, что-то там увидели, Я согласен. пофоткались. Классно. Вот здесь я полностью согласен. Вот тут я согласен полностью. Ну, на машине это сколько, я считаю, ехать-то? Нифига себе. Да? Алиса, какое расстояние от Ессентуков до Читы? 6000. 842. 6842 Нифига км? себе. Это Ну да, получается, да. что-то очень много. Да? Что-то очень много. 6К. А, ну вот. Да, да, да. Ну все правильно, 6К. Да, Даже, все правильно. видишь, Алиса говорила, чуть-чуть вот. Не, все правильно, да, 6К. Так, так, так. Да, езди прокатиться. Ну, почему бы нет? Да. Почему бы нет? Вот эти вот вставляют, эти вот. Я не знаю, почему их нету. Так. Где там наша Люля? Смотрю. Ну, вроде нормально относится ко всем. Ну, дай бог, потому что по телевизору всякую хрень показывают, поэтому уже не знаешь, кому верить, если честно. Мы часто Айхал вспоминаем душой, мы с вами всех мамочек с праздником. Да, друзья, всех с праздником, всех мам, всех с праздником. Ну, ролики про Айхал вы можете, конечно, видеть на нашем канале. В принципе, там роликов очень много у нас. И таких познавательных, позитивных роликов. Ну, дофига на самом деле. Так что, если будет скучно, это, залетайте. А что, я, кстати, пропустил, давно вы с Айхау-то уехали? В каком году-то вы уехали с Айхау? Айхау, видите, растет и процветает. Если вот вы наблюдаете там за роликами, да, очень много в Айхале преобразилось. Много всего преобразилось. Да, в принципе, как говорится, стараемся вещать, транслировать. Всё. Так, я вот тут пытаюсь настроить вот эти вот донаты, чтобы это пиликали. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Надо еще пару донатов что-то отправить, чтобы проверить, будет работать, не будет. Бельгия, она же, кстати, ну, она же не граничит, по-моему, с Россией, Бельгия, да? По-моему, не граничит. По-моему, нет, Бельгия с Россией не граничит. А? Ну, там не было этого, видишь, видимо, наверное, просто завезли, скорее всего. Так, оповещение, да? Так,
Сейчас проверим и все. Ну, сейчас, наверное, мне кажется, в Айхаре даже немножко население и на убыль пошло. Чуть-чуть. Да? Ну да. По сравнению с прошлыми вот этими. Мне кажется, так. На убыль все идет. Ну, может, конечно, все это потом в будущем изменится. Может быть, все равно потом как-то что-то подкорректируется. Ну, пока как-то так. Да, мы вот летом, кстати, это ходили тоже, делали сюжет по нижнему поселку Айхава. Скоро вот ролик уже выпустим на всеобщее обозрение, как говорится. Ходили, снимали нижний поселок. Нижние дома, которые уже все были снесены, которые предстоит еще снести. У меня такая же Алиса стоит. Что, в точь-точь такая же? Это Алиса Макс, по-моему, да? Алексей Юрьевич, всем привет. Леха, привет. Здорово, дружище. Всем привет, друзья, всем привет. Че, Алексей, как поживаешь-то? Давно тебя не видно было. Всем привет, напишу даже в чат. У меня, кстати, иногда чат почему-то вылетает. Снегурочка у нас сегодня активная такая. Прям пишет и пишет, пишет и пишет. Леха написал, все отлично. Ну, это самое главное, когда все чики-пуки-бомбони, как говорится. Все должно быть чики-пуки-бомбони. Если будут чики-пуки, значит будет бомбони тоже. Это не тот Леха, который приехал в Байкал? Как Это... его звали? Нет, это Леха, который первый Леха. А тот я не знаю. Как Кто его зовут? тот. Не Который знаю. собирался ехать? Не знаю. Вот это я тебе не скажу. Потому что я просто не знаю. Так, ну что-то чат немножко вылетел. Смотрим ваши ролики постоянно с большим удовольствием. Спасибо огромное. Уехали в 2006 году. Жила с 1984 года. Меня привезли к деду с бабушкой, когда мне было годик, и остались. Я вам писала на прошлом стриме. Вот как. Ну, приятно, приятно. А, Виктория. Нифига себе вы, считай, давненько уже уехали, в 2006 году. Я сюда приехал в 2007 году, а вас уже здесь и не было, получается. Нифига себе вы уехали. Давненько уже, кстати, давненько. Я в 2005 только школу закончила. Да. Угу. Вы что, кстати, не жалеете, что уехали-то? Тянет обратно-то сюда, если честно. Хотели бы сюда обратно вернуться, хотя бы на чуток. Ну, хотя бы ничего не задавали. Ну, Пришла поздороваться тоже. это бытюшка, да. В камеру можешь Вытянуться показать. два ушка. Видно Вытянуться два это? ушка. Не, видно. Пушинка такая. После Грейси такая. Скоттиш Страйт, шотландка. Кто тебе? Кто тебе дать? Не, она такая добрячка, в принципе, добрая. Хочет к тебе на лекцию залезть. Да? Она любит. Ага. Что за порода? Шотландская. Скоттиш Страйт. Да, шотландская, Ей скоттиш. уже 5 лет. Ей уже 5 лет, да, она уже такая. Она уже бабушка у нас. Это Уже- не бабушка. Она Уже такая, ска... в самом расцвете сил. Да она 5 уже, лет она это уже, средний, сколько, 20 котят уже родила, она уже такая. Если да. Еле-еле ходит, блин. Не, я шучу, друзья, я шучу. У нас Бетька еще в рассвете сил. Конечно, средний.
Да, да, да. Поэтому все чики-пуки-бомбони. Север притягивает, да, Дмитрий, да, север, конечно, сильно затягивает. Север затягивает. Мы вам потом покажем наших попугаев. У нас он Герда спит. Камеру я, наверное, Не дают уже. камеру, наверное, Наболтался он. камеру не поверну, наверное, сейчас. Коржик поел, спит. А к тебе сегодня? А камера зачем? Я не знаю. Сегодня тебя любит. Очень сегодня, да? Дайте-ка. Ну Я посмотри, тебе показывал, да? Да. Блин, ну вот это вот кто коржик мне это. Видно такое Делает. интересно? Я думаю, да. Вот у нас котиш. Скотиш. Шотландка. О, Герда, ваша это любовь с первого взгляда. А, да? Герда сейчас она подвыспится и принесу. Всем здравия. Ну, почти так, пожалуйста. Спасибо. Кот, малыш и ко. Всем здравствуйте. Нас очень тянет в Сибирь, в морозы. Переехали в Тулу. Жили 15 лет. Теперь назад поедем домой в Сибирь. Спасибо вам за ваши прекрасные ролики. Спасибо вам за добрые слова. Очень приятненько. Тянет в морозы все-таки, да? Мы на крайнем севере прилично сохраняемся. Ну да. В этой замороженной, на этой замороженной земле. Да, кстати. Герда, ты у нас популярная уже стала, да? Скромничаешь. Я бы хотела в гости. У меня еще родители там какое-то время жили. Брата квартира на Кадзево 3. Кадзево 3. Кадзево 3 это вот возле рынка, которая, да? Кадзево 3. Я все время путаю эти номера. Кадзево, Либо вот который. где энтузиастов. А, Кадзево, библиотека. где библиотека, где Мгм. гостиница, получается, да? Да, Где да. Ну, гостиница. короче, через парк. рядышком. Ну, всегда милости просим. О, салям алейкум. Малейкум салам. Валейкум Бейти шоу. ассалам. Господи. Бейти шоу даже написала. Нифига себе. Всем привет, друзья. У нас общение открытое, без всякой политики, без расовой принадлежности, да. Типа общаемся на все, что хотим. Салям алейкум. Где ты тут? Я тут. Бейти шоу. Бейти шоу. Нет, она гуляет и Бейти шоу, понимаешь ли? Я тут. Ну да. Ну как же, друзья, без Бейти шоу? Без Бейти шоу у нас никуда. Этот чат перестал работать. Мгм. Так, ладно, друзья, пошлите дальше тогда. Давайте о чем-нибудь интересном поговорим. Кого что волнует, какие темы. Кого что, друзья, волнует. Можете в чат написать. Если Моей собаке скоро 8 лет будет. Ни хрена себе. Ну, 8 лет это много, да? Так вот уже. 8 лет. относительно средний какой-то. О, чат заработал, наконец-то. Ну, смотря какие собаки, сколько живут, да? Каждой собаки живут по-разному, наверное, да? От ухода зависит всего. тоже. От ухода зависит, от всего. Бейти шоу пишет, вас плохо слышно. А где находится Бетти Шоу? Может быть, то, что где-нибудь на улице находится Бетти Шоу, поэтому плохо слышно. Друзья, как нас слышно, хорошо или нет, друзья? Может, Напи- надо громче разговаривать? Напишите, пожалуйста. Просто мы общаемся через встроенный микрофон. А камера у нас получается не вебка, а, короче, Сонька через зеркальную камеру. Идет изображение. Отлично слышно. О, сейчас у вас плохо. Ой. Непонятно. Блин, тут все, микрофоны все на максимум стоят.
Слышно хорошо. Ну, это хорошо. Согласна. Ну да, как же еще не согласна быть? Да это еще может зависеть от того, что это, где находится человек, на какой удаленности, может быть на улице, может где-то связь прерывается, да? Все может быть. Короче, по-разному, друзья. Нет? Мгм. Норм. Окей. Ну все, нормально, значит. Бэти Шоу сказала, что все нормально. Друзья, а кто-нибудь из вас сидит в чат-рулетке? Интересно. Ты хочешь эксперимент провести? Я вот не знаю. Может было выйти в чат-рулетку, поумирать. Слой пишет, это я. Я сижу. У вас посмотришь, что будет. О, это так мило. Виктория. У нас такая уютная обстановочка. Приезжайте в гости. Только вот билеты, конечно, сейчас очень дорогие. Цены, наверное, взвинтили до небес, да? Сейчас цены, конечно, сильно поднялись. На все про все. Звук нормальный, да? Вроде бы. Просто кому-то ненормально, кому-то нормально, да? Наверное, всем по-разному. Алексей Кузнецов. Здорово, Леха. Привет, привет. Здорово, Алексей. Откуда будешь, Леха? У нас тоже есть Кузнецов на работе. Да? Ага. Его И здесь есть Кузя зовут. Кузнецов Алексей. Угу. Кузя. Может быть, москвич? Может быть, Смирнова? Не знаю. Или еще, может, откуда-то там. Так, Че, Герда? Хочешь на волю? Выспалась уже? сейчас, друзья, мы Герду с собой возьмем. Из Свердловской области, город Нижний Тагил. Нижний Тагил мы уважаем. Всегда в гости хотим приехать, да? Может быть, и посетим, почему бы нет. Нижний Тагил, привет. Будет банально, наверное, как наши Раши. Тагил, да. Так. Всегда так делали. Сейчас. Пусть спроси Коржика или Герду покажет. Друзья, кого показать? Какого попугая? Коржика или Герду показать? А я сейчас гляну, где такой шоу сидит. Дмитрий Витальевич, большое спасибо за перевод. 444 рубля 44 копейку. Вашу жену с Днем Матери и Здоровья. Большое спасибо, Дмитрий, за перевод. Я не знаю, почему здесь вот это все не выскакивает. Супружница. Ёб твою мать. Спасибо большое. Надо, короче, тут Дмитрий. настроить. Надо настроить вот здесь. Очень приятно. А Где- муж даже не поздравил. Да, Не поздравил. 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 Нет. Ну, сейчас будешь тут говорить. Герду зовут, просят, Герду. Все Герду пишут. Она еще станцевать может. Леха пишет, смотрю вас, смотрю все ваши поездки по России. Леха, большое спасибо. Спасибо, что Можно? смотришь. Да, ну можно. Ну сейчас музыку включишь, ну фиг с ним, что, пускай будут авторские права. В принципе, что. YouTube сразу накладывает авторские права. Да, мы, видите, я не знаю, вот, если вы, ну, смотрите ролики, да, вы, наверное, знаете смысл и почему этот канал вообще был создан. Из-за чего там все, да, вот, изначально ролики эти были, вот, рассказывающие данную историю. А так мы вообще ничего не вели бы, ни канал, ничего не вели. Просто вот из-за одной ситуации, которая у нас в семье произошла, вот мы вот, и вот потом после этого начали вести YouTube канал. Вот я извиняюсь, что вот еще не настроил вот эти все виджеты, да, но я их настрою. Я не знаю, почему они
То выскакивает, то не выскакивает, бля. Так, если Какая-то закончится, хрень. Да, в Айхале сейчас погода испортилась, да? Какой-то Ветрище. ветер. Было вот до минус 30 температура доходила. До минус 30. Потом потеплело, опять холодало, опять потеплело. Сейчас сколько? Алиса, какая погода в Айхале? Сейчас в Айхале минус 16. Ну, ветер. Невозможно. А Ну было как? минус 30. Сейчас я Герду покажу. Иди, иди сюда, вылазь, вылазь. Иди сюда. Сейчас она придет. Вот, друзья, Герда. Она почему-то вредничать начала, не хочет идти на руку. Открываешь клетку. Она раньше раз и села на палец садится. А сейчас что-то выделывается. Кормит у нас сразу. Ну, это типа ее домик здесь, короче, ее домик, Это да? комната. Да, да. Пойдем, Герда. Ну, попугаи, они должны жить в Она вольерах. камеру боится, да? Она камеру боится. Ну, конечно, сейчас увеличу, кстати. Она увидит. А то так плохо видно. Вот видно так. Фокусирует на это. Сейчас она выползет. Герда, иди сюда. На, смотри, что есть. Фокусирует на этом. Смотри, что есть. Твои любименькие, иди. Смотри. На. А вот сейчас сфокусировалась на Герду. Видно вам, друзья, ее, не? А, вот сейчас хорошо видно. О, сейчас нормально видно. У меня тоже был попугай, но, к сожалению, он погиб. А почему погиб и какой попугайчик был? Герда, иди сюда. Герда, идем. Танец станцуешь. Ты смотри, какая вкуснительная, а? Какая духа. Она боится это. Боится камеру, да? Наверное, да, она на камеру глядит. Водоворот, так, чуть-чуть. Водичкой. А, нет больше. Мгм. Бля, друзья, кто пользовался АБСом, ОБСом? Ну, наверное, никто, да? Да надо настроить это, вот эти донаты долбаные, бля. Как у вас только цвет другой. Так это какаду Альба. Это какаду Альба. Они другого цвета не бывают, какаду Альба. Они только одного цвета. Есть желто-хохлых какаду. Есть гиацинтовые. Там еще Ну, это какие-то. вообще супер, дорогуша. Смотри, она прям закрылась. Валерий Стрельцов пишет, какадушечка. Ну да, какадушечка. Только она Офигенно. камеру боится, друзья. Сейчас я немножко ее вот так вот сделаю. Что, Что, переверну? отсюда вытащи? Ну, вытащи, да. Пойдем. Пойдем, Герда. Пойдем. Привет, Валер, привет. Привет, Саша. Привет, Валер. Валера? Наш Ага. Валера? Валера Слепцов. А, не наш. Ну, Валера тоже привет. Ну, вылазь ты. Можете заказать персональную настройку АБС. Да вот, наверное, будет делать, чтобы уже настроили конкретно под О, компьютер. а, наверное, Вроде так камера не видно. мощная, компьютер мощный. Так, наверное, не поднимем. Здесь наверх. Я вот не знаю. Только если ее убрать. Брать только ее на руки. Вот так вот. Видишь, она боится. Видно вам, друзья, ее? О, так тяжело, конечно, держать. Покажи свой. Да нет, надо ее сюда взять, наверное. Сейчас я поставлю камеру заново. Кто пришел? Вот так, сейчас камеру поставим. Развернем ее. Камеру развернем. Чтобы нам было все видно, да? Вот так вот. Сейчас вон дочь пришла с прогулки, гуляла с собачкой, с Грейси. Покажи Грейси, кстати. Ага. Вот Видно? наша Грейси с прогулки. Ну а что, погода холодная, видите, какие вот подушечки мы одели. Сейчас немножко увеличу. Мучку замерзла. Холодно, да. Замерзла. Чуть-чуть. Да. Юлька, ты же ее, блин, прям Видите, у нее, считаю, что шерсти, это, волосяного покрова никакого нету, уши большие, уши открытые, глаза громадные, нос он уже весь Где такой. кофта-то? Кофта где? Там еще кофта у нас снизу. Это
должно быть, ну, типа, вот так вот. Ну да. Только все почему-то куда-то... Я вот так вот ее одеваю. Французик. Французскую булку заказывали. Сейчас раздену ее. Ой, господи. Так, давайте смс-ки, друзья, почитаем. Юля, поздоровайся с подписчиками. А вот сюда, вот камеру. Где? Вот там. Мама, Ассаляму алейкум. Ну, Юль, ты чё? Нормально говори. Так, можно так. Кстати, вашу жену поздравляю с Днем Матери. Алексей, большое спасибо, благодарствуем. Да, супруга тоже говорит большое спасибо. Она девочка с распертыми крыльями на плече супруги трогательно. Ну, красиво, да. Вот как раз Герда пришла, смотрите, сейчас покажу вам. Она, да, она вот к Юльке. Она, кстати, она любит Юльку, ага, Герда. Грейси в варежках. Ну, приходится одевать, деваться некуда, друзья. У моей подруги Йорк тоже в комбезе ходит. Йоркширский терьер получается, да? Да, Валера? А, ну они такие, они более теплые, да, получается? К сожалению, с севера уже у нас не тот. Все идет к глобальному потеплению. Минус 19 сейчас. Ну, деваться некуда, Дим, конечно, деваться некуда. Погода меняется. В большей степени, конечно, это человеческий фактор. Человек, как говорится, виной всему везде, пусть что не говорили, да. Ну, местные старожилы даже говорили, что раньше погода была холоднее, чем сейчас. Раньше. Вот видите, как Юлька у нас. Щечки какие морозные. Что там, не замерзли? нет. А сейчас на Грейсе на виду. А где они? Она же на полу. Ой, не на Грейсе, на Герду. Ну, Юльку нельзя одну в кадре оставлять. YouTube сразу заблокирует. Возьми так ее на палец покажу, так Герда. Можешь, сможешь слышать? Давай я возьму. Помогите. Хотите, помогите. Ой, Уже пора и это, маникюр делать. Пилить. Пилить. Герда, ну, на камеру, короче, друзья, боится. А, отворачиваться. Да, да, она боится камеру, отворачивается. Сейчас она привыкнет, потом можно это сделать танец. Да не, попугай на нашего похож не может быть. Может это какому-нибудь ожерелову или какому-то там еще, но не какаду это точно. Да и шапочка вязаная забавно выглядит. Ну да, шапочкой, да, кстати, это прикольно. Где твоя корона? Вот она. Вот она, корона. Это, как она, желтохохла, да? Нет, желтохохлый, это который вот у них вот это. А как она? Просто Вот Альба и так, все? чуть-чуть назад, да. У нее что, ну-ка, расправь. Желтохохлый у них вот Вот это такие. крыло. Вот так торчит, как панк типа. Вот это вот расправь крыло. Желтенький. Вот это вот расправь. Вот, видите, под крылом желтое оперение. Это вот именно значимая отличимость. Ну и хохолок у него, он идет вот так по кругу короны, вот так вот она. Ну, я потом покажу, когда он будет танцевать. А желтохохлый у него просто как панк такие желтенькие, чик-чик-чик торчат, вот, когда Не. двигается. Так Ровные. она грецкие орехи клювом расклевывает. Что вы хотите? Смотрите, вот палец мой. О. Такой клюв у нее, смотри. Так показать. Мой без шапки с маленьким клювом. А кто это? Ну, это точно не С это. маленьким без шапки. Ну, я не знаю, кто это. Карелла, что А ли? какого цвета? Ну, Карелла у нее тоже такой панк торчит. Я не знаю. Цвет верно. Попривыкай немножко, не волновайся. Вот так нормально будет видно, друзья? Вот так вот. Ой. Алексей пишет, можно вопрос? Вижу ваши короткие видео, где вы на работе в карьере. Занимаемся автоматизацией горного оборудования, горного технологического оборудования. Автоматизацией технологических процессов. Что сюда поприпущила?
То есть Сейчас. система мониторинга, навигации, Ой, ну и, короче, в том, короче, ключе. Лилечка. Ручки помыла, доча? Мой без шапки и с маленьким клювом. Да не знаю я, что за попугай с маленьким клювом. А ты, Леха, что, где работаешь-то, Алексей? Где ты работаешь и кем ты работаешь? Кем ты, Лех, работаешь и где работаешь? Валера Водовоз. Ну да, узнал. Валера Водовоз. А, Водовоз. Да? Это воду, Валера воду вез. Да, точно, Валер, все понятно. Все понятно, все понятно. Так, Амазон Мюллера вспомнил. Амазон попугай. Амазоны есть. Да, конечно, по-моему, Амазоны, они, по-моему, зеленые. Амазоны. они как бы раза в два меньше Герды. Мы же хотели Амазон. Алексей пишет, работает курьером в самокате по доставке еды. Ну, что, прикольно, в принципе. Почему бы нет? Выбирай. Курьером в самокате. И что, Леш, а в каком городе, кстати, что-то я не помню. Ты говорил, в каком городе, нет? Вот кто перебирает фисташки, смотри, видишь? Есть, да? Знаешь, она ломает. Вот это И и- что, кстати, Леха, это не жалуешься на график работы, на зарплату курьерскую? Как вообще? Ну, Смотри, как весело. не обижают? Нижний Тагил, точно. Вот ты ж нашел писал. пультик. Если фисташка закрыта, Герда вот так даешь ее. Вот она же разгрызла, пожалуйста. Я перебью. Да. Что, ты будешь еще еще? Вот это. Мне кажется, курьерская доставка самокат во всех городах, наверное, есть. Это типа как Яндекс Еда, наверное, да? Только не вайхали. Ну, только не в Байкале, да. А в Якутии, наверное, нету. Мне кажется, и в Якутске, У нас были наверное, яблоки. Все позабирали. Яблоко у нас было. Уже доставка Почты России. Все Я позабирали. удалила приложение. Да? Почему? А Нижний Тагил, кстати, какое там население в Нижнем Тагиле? Что там так прям популярностью пользуется, что ли, и доставка? Людям лень, наверное, все заказывать, да? Вот и доставляют, наверное. Тихо, не двигайся. У тебя на плече. Ой, а где сама решит? А, вот, Вот. вот тебе Герда спасибо. Что ты? Долбанешь? Леха пишет, работаю по 12 часов, 2 через 2. А какой? Вот, ЗП 80 рублей. это один, Да, одинаково, да. Ну, блин, 12 часов, 2 через 2, 80 тысяч. А, кстати, надо посылку открыть. Давай посылку откроем. Ну, не знаю, за такой график работы, может быть, и можно было и под соточку, наверное. 2 через 2, 12 часов. Ну, хватает, Леш, или нет? Да, я сама. Денег много не бывает. Мгм. Короче, забрали посылку на Джуми. Ну, типа, короче, как Алиэкспресс. Сейчас посмотрим. Вот дождалась посылочка нашего открытия. До этого работал грузчиком за смешные 12 тысяч рублей. Ни хрена себе. Какая разница? А вы угадайте, что это будет. Грузчик 12 тысяч. Обалдеть, грузчик 12 тысяч А вы рублей. угадайте, что это. Нет, так это большая разница, 12 тысяч и 80 тысяч рублей. Ни Ну, хрена конечно, себе. как бы как минимум 7 раз. Хватает, нормально. Да, рыбочка. Жить можно. А ты че, Леха, там? Женат, не женат, там, семья, дети, что там у тебя как? Что грустит? Вот на мои ножницы. Подожди, тут одно мне надо отдать. Да? Да, Такие маленькие, что ли? Это, короче, дай посмотреть. это вот... Это часы на стену, ну чисто циферблат, часы тут на клеится, стену. эти стрелочки. Блин, что такой маленький? Идеально маленькая. А ты Вообще-то что как тогда? это в зал? Странно. А ты что тогда? Ну, открывай. Блин, ну ладно, сейчас вот это открою. Не, это мне отдать надо, это подставка для телефона. Легкий 35, не женат.
как-то не получается. Ну, блин, Леха мой ровесник. так-то уже пора 35, да? Пора. Ну, Ну ничего, Лех, мужики, Это- мужики могут еще подождать, в принципе, да. А, Мужчины еще могут, так что... это мне опять надо. Анна Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер, Анна Ивановна. Добрый вечер. Всем привет, всем привет. Подожди. Помогите тебе в комнате. Нет, елку еще не поставили, хотя уже пора тоже елку ставить, Ну да? как бы это. Ну, может, недели через 2 поставим, в середине декабря. Что это прямо ставить? Не, ну уже многие на этой елке поставили. Ну и что это, покажи. Ребят, Блин, Покажи в что камеру. там мелко? что? Что? Такие Ничего циферки не видно. малюсенькие. Всё. Где? А, вот. Вот так вот. Вот. Не, ну да, вообще маленькие Пап, иди какие-то. сюда, иди сюда. Зачем? Ну это, блин, не видно будет нифига. Ну Вот это да. для зала. Вот стрелка. Меня нельзя. Ну, это, наверное, только в детскую будем вешать, наверное. Куда Юля надо? Я специально, потому что красный в зал. Не, ну как можно в зал такие часы повешать, Да. это, Блин, не знаю, на Эти спину? Джума, Алиэкспрессы, у них всегда все на фотках так, такое все такое увеличенное, все прекрасно. А по факту приходит все мелкое и непонятное. А ты Да, что заглядываешь, да, да. хвостатая? Очень мелко. Так, почитаем сообщения. Елку скоро будем ставить. Ну, может, еще неделька, полторы елочку поставим, да? У нас уже в поселке елку поставили в Ну, городке следующая пятница, 1 декабря. 1 декабря. Да, кстати. То есть Ну, числа, неделю через 2. да, числа 10 поставим. Если в 20 не женился, в 50 еще не поздно. Ну, Вот. блин. Народная Называется. присказка. Анастасия, Алексея. Анастасия пишет, какие крылья красивые, шикарно. Да, вот, Настя, ты еще не видел, какие крылья? Так это что? А, Настя Сироткина, да, конечно, видела, ё-моё, а. Викина мама. А, Настя, привет. Мама Вика. Вика, у тебя вчера же было, да? Это, Настя, ты же хотела же попугая же это, вот такого. Что ты там? Вот она показывает свою. А, танцуй, танцуй. Алиса, сделай громче. Она и без Мам, вкуса. дай. Юля, иди туда лучше. Юля, сядь Дальше. сюда, мама. Сейчас, подожди. Пусть Юля сядет Все, у сюда. Герды нашло. Сейчас танцы, танцы. Так, здрасте. Юля, сядь туда. Юля. Не хочешь там. Нет, больше. А, видите, танцуют, танцуют, кстати. Танцуют, танцуют. Тигрей себя подцепил. Что было? Что, Алиса? Всё? Скажи, это не мое. Ща. Ща. Расскажите подробнее случай с таксистом, из-за которого вы на РЕН-ТВ попали в выпуск новостей. Юля. Да, это получается ситуация вот нехорошая тоже получилась, да. Приехали в город Красноярск на ЖД вокзал. Начали заказывать, короче, такси. Яндекс Такси, да. Приехала одна машина, приехала вторая машина с полным багажом, хотя я там указывал в приложении, что багаж, семья, 3 человека, да, как бы еще собака, ну, приезжают. Потом заказали вот на индрайвере. Одна приехала тоже, у нас вещи не поместились. Ну, вот второй чувак тоже. И тут эти бомбилы стоят, ну, эти мужики на обочине стоят. Там раз подошли, второй раз подошли, там сколько стоит. Я уже не помню, какую они там цену называли, да? Там тысяча с чем-то они там. Полторы, что ли? Или 1500, 1400 они, короче, называли. И тут вот парнишка на индрайвере подъехал там. Наклейки. А, вот это красивый наклеечка. Ну, это мне, Это красиво, да. Тебе, Да. подарка. И мы с ним решили поехать. У него получается 800 рублей. Ну,
цена стандартная была как по индрайверу. А эти как набежали, как давай, короче, его напрягать, что за фигня. Даже никто не стеснялся на прохожих, на ребенка там, на женщин, да, вот. Всем пофигу было. Как понаехали, ну, пришлось вот заступиться за вот этого вот таксиста, как бы там все разрулили. Ну, сразу вот все это, видеофиксацию сделали, как бы все. Ну, сам факт, то, что вот такое отношение, и что до сих пор у нас процветают, получается, 90-е, получается. Ну, это не только, наверное, такое в Красноярске, да? Мне кажется, это во многих городах такое. И там и писали в комментариях, что это не только такое в Таких больше, Красноярске. как в глубинках, там, наверное, как райцентр, типа, там, наверное, по-любому это процветает. Ну да, так они хотели ему там колеса проколоть, хотели там... Они Ты там... больше сюда не приедешь. Да, Ну, это все, конечно же, с матом было сказано. да. Ярко выражено. Когда мы к бабушке ехали на Да. Помнишь? Да. Еще там папа бил этого. Я вот потом шортс еще выставил. Чё? Потом шортс еще вот выставил. И вот, видимо, на РЕН-ТВ они, получается, увидели этот ролик. Со мной созвонились, попросили. Я сперва отказывал, мне было некогда, короче, приезжать, это все. Ну, потом согласился, и вот мы вот сняли репортаж Чай будешь? на ЖД вокзале. И они потом провели тот же самый эксперимент. Вот и на ЖД, и на автовокзале, и Чё? в аэропорту. То есть, ну, такого не должно быть. Ну, сказали, что, короче, это, крышуют там, крышуют, поэтому полицейские мимо проходили, ничего не делали. Поэтому, ну, что есть, то есть. А я вот это решил заснять и выложить, чтобы люди как бы видели, чтобы придать этому общественный резонанс, чтобы как-то хоть люди боролись. В этой ситуации может любой оказаться, любая семья, любой человек может в такой ситуации оказаться. И неизвестно, как это все еще, чем бы это закончилось. Поэтому такие вещи надо пресекать. Чаек. Чаек сделай. Короче, друзья, как-то так. Как-то так. Тебе. Gerda, чухай. Нельзя. Что потом еще камеру Сейчас, поставлю. сейчас она хочет. Я сказала нельзя. Да, Леха, вот такая Не вот надо. ситуация Не надо. возникла, не очень хорошая. Ты что, ревнуешь, Юля что туда ли? идет, а? А? Юля туда идет. Да. Ну вот чего ты орешь? Со взрослыми тут сидит. Иди давай, Юль, выходи. Валерий Стрельцов. У меня тоже случай с таксистами аналогичный был. Но я заступился, хоть и был с похмелья, на вопрос, что происходит. Они невнятно объяснили, что нелегал. Это тоже, конечно, да. Вот в такие ситуации, Валера, лучше не попадать, блин. Ну ты, Валера, молодец. У тебя сердце с доброй душой. Ты, конечно, очень много добра делаешь. Тебе отдельное спасибо за то, что ты помогаешь приюту, за то, что ты вообще это вот воду возишь в приют, да, ну вообще помогаешь. Как бы помогаешь приюту, молодец, что как бы сердце с доброй, как говорится, душой. Или как там говорится, доброе сердце там, да. Ну, короче, Валера понял. Грейся. Нифига она в наглую залезла. Так не пойдет. Гренька. Сидеть. Мой дед Крейс. Мой дед Крейс. Спасибо за информацию. Да, пожалуйста. Ну да, на РЕН-ТВ показывали, потом показывали еще на России 24 наши ролики. А, включи, ну, пускай. Только не достану. И кирпичики, может, они тоже включить красивые. А там их не... А, ты Ну, ладно, посмотрим сейчас. Ну, может, будет видно. ты же говорила, западает. Сейчас посмотрим. Чем ты так туда и записал? Ну, Пойдем, ладно, не включим тогда. Не Мама, включай. я стул возьми, стул возьми, мам. Да, что ли? ну, карандаш. Юля, а ты уже все съела? Пропала картинка. Я паузу поставил. А есть пауза? Ага. Валера пишет, нужны теплые вещи для помощи приюту.
А то пропав, ну и сейчас помогаю московскому крачевому приюту. А, Валер, получается, сейчас приюту нужны еще и вещи, нужны теплые вещи, да? Ну, Валер, ты еще и московскому кошачьему приюту помогаешь. Ну, это, конечно, тебе большой респект. Это низкий поклон тебе и уважуха. Сейчас Мы я тоже, извиняюсь, конечно. мы тоже сборы открывали, собирали. Ну, много было сделано, конечно, для приюта для бездомных животных. Как бы, ну, Вот это с нашей стороны, да, новогоднее и медийность мы подняли приюту. Ролики какие красивые были сделаны. Благодаря этому видео о приюте узнали не только в России, но и далеко за ее пределами. Для выделения грантов ролики делали приютские, как бы, ну, для приюта. Поэтому я считаю, что помогли очень здорово приюту. Вот. Поэтому это тоже хорошо. Ну да, Валер, я понял, да. Дадите потом номер заводчика, и будет у меня такая же красота. А тебе нужно, это, Настя, тебе такая красота нужна, чтобы потом какашки за ней убирать, клетки чистить. О, собирается лететь. Нет, Ко мне. Герда? чистит это про Герду, а заводчик или про Крейс, про кого? Про Герду. А, Подай Макс. Герда? Нужен Макс. А где Твикс? Ты уже все поела. И Твикс уже села. Юля, сладости много, вот бублик есть. Вон Твикс. Кушай. О, танцует Герда, танцует. Ну-ка. Сама? Танцевать. Алиса громче. Танцевать. 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 Ой, танцевать. 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 Видно будет. Танцевать. Танцевать. Ну вот, будет видно, кстати. Ой, она что-то улетела. Она улетела далеко. Юлечка, а принеси пилочку для ногтей. Где пилочка? Надо ее подточить. Грейс, ты тоже будешь танцевать? Друзья, детям нельзя в прямые трансляции попадать без лица взрослых, потому что YouTube сразу будет блокировать. Ни в коем случае нельзя, чтобы этого как бы не было. Поэтому вот надо, друзья, контролировать. Настя, ты почему не спишь в столь позднее время-то? А ну-ка давай спать, это баиньки уже давай. В кроватку Чай, прыгай. иди пей. Настя, ну-ка бегом. Муж где у тебя? Вот сейчас приду по жопе тебе дам. Пока мужа дома нету. Рамштайна не слушай, хватает. слушай, Включить смотри. еще по танцу. Ну Да, да, под Рамштайн то, что надо. Как раз. Рамштайн, да, Тем то, более что у нее надо. там проколол. Алиса, дальше. Давай, пилочку. Так, Ну вот, пожалуйста, вот так ну сюда. заглядение, Видите, да. что делается? Она сразу настоящая девочка. Пожалуйста, подпилите мне погонки, чтобы я никого не царапала. Так всегда. А видишь, он пишет, а я думаю, что меня забанили. Забанили, потому что дети. Нельзя, чтобы дети попадали в YouTube, поэтому забанили. Подожди. Кого забанили? Почему? Так, видно вам Герда, друзья? Как Герда чистится? Вот я вот, допустим, говорю, так, давай другую лампу. Давай. Да нет, другую давай. Да, повернись. Да. О, улетела Герда. С ней невозможно. Садись. Вот же, Макс, ты уже взяла. Давай, давай. Вашу Ты уже взяла, Макс. ручку пицца-дрица. Сергей, зима у вас, я знаю, держитесь. Но я зиму в Байкале всегда любил. Берегите себя, это самое главное. Спасибо, Сергей, большое спасибо. Спасибо за пожелания, спасибо за сообщение. Ну и что залетели вообще на стрим. Тоже вам большое спасибо. Ну да, стримить надо, друзья, аккуратно, чтобы не нарушать правила. Чтобы правила не нарушать Ютуба. Да и не только Ютуба. Давай другую лампу. То есть тебе, мама, тоже надо подключить. Как бы свои не спилить заодно. Ну да. И Грейс подторчит. Давай эту другую. Вот так вот, друзья, стригем Нет, когти. иди сюда.
Не-не, не Жако, убегай. Жако стричься не дает. Жако стричься не дает. Танец перед следующей Да, лапой. да, 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 да. Ладно, следующая. Давай, Лап. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Молодец. Так, мы это же, да? Пилили. Не пилили. Не, когти у нее писец. Ну, и лапа. Настроился, не пойму. Фокусировка. Лап. Главное, она добровольно дает. Все как бы. По-моему, видно. Да, когти у нее большие. Вот, друзья, Юлечка нарисовала красоту такую. Видно, друзья, да? Так. Что это? Это что такое? Это Называется получается твоя девочка Клавдия с кошечкой, собачкой. Это дерево. Вот это вот картина? дерево, птички вот летят. Это вот солнце, облака. Девочка такой плакатик Сэм нарисовала. еще лучше не надо. Не у нас. Вот. Да. Сколько километров лететь до Айхала? Ну, с Москвы получается лететь, ну, почти 6 часов, 5,5 где-то вот так вот с Москвы лететь. До Красноярска лететь 2 Крестиш, Два в чём часа. дело? Что такое? До Новосибирска лететь 3,15, где-то 3,20, вот так вот. Жако, да, Жако он болтает там сейчас. Скоро принесем Жако. Вот он так не будет сидеть, лапы давай. Давай. Жако нет. Молодец. Этот, Жако. этот еще покусает и руки, и пилочку съест. Он так не дает. Это сама он. Я же говорю, как девочка. Пожалуйста. Вашу ручку пицца-брица. Вот у него, видно, новые перья растут. Когда такие как жгутики. Вот здесь. Да, да, да. Вот так вот рассыпать и перо. Юлечка художница. Спасибо. Да, Юлечка старается, старается. Юлечка молодец. Грейси, не попрошайтесь. Грейси. Да. Ну чё, нормуль? Так, все, сделаем. Вот маникюр. Можешь кожика принести. Будут драться. Грейси. Ну да, не получилось Грейси. драться. О, танец, танец. Все, с новым маникюром можно получить. А, все, улетело. А ты что, Валера, сейчас это, в отпуске или что, на вахте или на межвахте? Давно вообще был в приюте там для животных? А что, Сергей, это, как Москва поживает-то? Нормально в Москве? В Москве тепло, наверное, сейчас хорошо. Короче, засмущалась, да? Свинтили. Угу. Алиса, дальше. А? Да. Да, все написано, все чики-пуки, бомбони. Это в каком-то фильме было чики-пуки, бомбони, по-моему, да, кстати? Да. В каком-то фильме. Видно это, да? Да, видно. Видно нормально. Алиса, Алиса, выключи самолеты. Ну, так, конечно. В Кожа, смысле она включила? кожа. Включи самолет. Алиса, выключи самолеты. А ты наоборот сказал Я включи. сказала выключи. Так они же были Я выключены. сказала выключи. Не, они были выключены. Они были включены. Не. Да. Алиса, продолжи. Прицепи можете, а? У него, блин, Грейс, лапы ко мне. надо подстригать, Иди она уже меня это, Ко мне. всего уже. Вы каждый Грейс. год летом планируете путешествовать поездом.
Ну, как получается, Леш, это, ну да. Зимой вот бывает летаем, зимой на самолете обзоры делаем. А так, да, в основном стараемся в летний период. Потому что как бы летом все равно красивее, да? А чем кормите попугайчика? Наверное, какой-то особенный корм. Спасибо, Москва, как обычно, живая. А что еще в Москве? Че? Москва, конечно, будет живая. Попугаев кормим кормом премиум класса. Итальянский корм, Вот такой. подаван. Да. Очень долгое время. Потом год, наверное, назад вообще не могли его найти. Он подорожал вообще раза в 3. Ну, это итальянский, потому что вот так. Настя, время детское, бля. Ну, если время детское, давай забегай тогда на стрим, что, посидим, полялякаем, если хочешь, бля. Только мужу не говори, мужа не бери с собой. Давай сама только. Шутник. Не, ну ладно, что, а что, мужа что тащить, что ли? Пускай сама приходит. Саня шутник, как всегда. Не, ну что, ну пускай придет, веселее будет. Сядем здесь в троечка, будем общаться. Потом, может, потанцуем, попляшем. Может, Настя еще... Я же помню, Настя же говорила, что любит плясать. Ну, Настя, а? Да, можно кушать. Вроде время детское, да, Настя, говоришь? Ну, кому-то детское, кому-то не детское. Детям уже спать пора. А, вот музыка, кстати, прикольно играет. А ты же, Серега, же тоже же это писал, что вроде жил же раньше в Айхале, да, Сергей? Сейчас в Москву переехали. О, Снегурочка всегда на связи, кстати. Снегурка, привет, привет. Рады видеть, рады общению. Спасибо, Снегурка. Так, как тут сделать подальше, чтобы так было видно? О. Снегурка. Форева. Кстати, Снегурка знает вот эту Анастасию или нет, интересно? Настя. Ну, спасибо за корм. Понятно, хорошо, что найти можно. Ну, сейчас эти все корма идут через параллельный импорт. В связи вот с этими событиями, которые сейчас происходят, нехорошие в наше время, да? Получается, только можно найти через параллельный импорт. Но пока есть. Когда попадет все под санкции, наверное, под запрет, и это уже нам не будет. Как вот этот вот у нас, как он называется, фреш-тэп для кошек, вот для туалета. Хорошая была присыпка, фреш-тэп, все. Ну нету ее, теперь ее хрен купишь, бля. Музыка норм. Ну да. Давай, Настя, забегай, короче. Пиши и залетай давай, потусим. Леха. Я вас начал смотреть, когда вы из Москвы до Новосибирска ехали. В рекомендациях вы видео решил посмотреть, и мне зашел ваш канал. Ну, Алексей, большое спасибо, очень приятно. Мы это ценим. Мы долго к этому шли, очень долго мы к этому шли. Вот именно. Даже, можно сказать, даже к этим стримам мы тоже долго шли. Мы долго не решались выйти в прямой эфир, да? Как-то вот, ну, не было вот и времени, и возможности, и как бы сама вот эта обстановка как-то угнетала чуть-чуть, так сказать. Вроде недавно стрим начался, уже идет час 20. Ну вот, Время видишь, летит как незаметно, да? время летит незаметно. Ёлки-палки. Конечно. Нас тут тоже в прямом эфире не было. Что, принесешь его? Нести коржика спросили. Друзья, коржика принести? Прямой эфир, кстати. Если надо, конечно, я принесу. Если надо, давайте что принесем кожу. О, так пускай. Это что будешь? Ну, вот мамочка заговорила. Алиса. Это он на Юлю сказал. Алиса, включи желтый свет. Пускай так, кстати, интереснее. Ну так, наверное. А ты желтый, что ли? Тоже. Фига себе. Так, Настя, ты здесь или нет, а?
Давай, Как этот. идешь или не идешь, бля, вот это я не понимаю, вот это. Что размусоливать? Время детское, не детское. Если не детское, значит давай приходи. Не, а WhatsApp Коржика нести-то или что? Коржика. Щас посмотрим. Может, многие не знают, кто такой Коржик. Ага. Ну, там, Да не, знают. Я точно так же вас нашел. Это нормально, что стрим запустили. Небольшая болталка, это супер. Мало ли вопросы обсудить какие. Да и правильно все, все правильно. Да, лампочки Алиса, вот они сейчас у нас почти везде. Сейчас на днях нам поставили эти даже. Там не представили нормально. у нее пульт. У Юли есть пульт, Да. и она руководит и светом. А, светом нет. Алиса, сейчас я Эх. разберусь. Нам вот на днях поставили тоже датчики противопожарной безопасности. Там с GSM модулями специальные датчики, короче, стоят. Поставили по льготной программе, там по линии администрации. Ну, в принципе, тоже прикольно, что. Почему бы нет? Пусть будет. Сергей пишет, да, я середины 70-х жил в Айхале. В бараке еще пошли. У них поначалу жили, потом квартиры в деревянных двухэтажных домах. О, Сергей, так вы, получается, жили, грубо говоря, с начала истоков создания поселка Айхау, да? Обалдеть. А, кстати, у вас есть какие-нибудь видео там или фотографии Это Коржик? тех времен, чтобы, допустим, для будущих роликов Это у вас Коржик. взять? В принципе, было бы интересно вот так вот пообщаться. Может быть, там какие-то взять материалы для будущих репортажей. Тоже, мне кажется, интересно было бы. Да. Так, Сергей, получается, а когда вы уехали с Айхала в Москву? Еще, получается, в советское время, что ли, вы уехали? А тут в Айхале вы чем занимались? Вы, наверное, были маленькими, да? А ваши родители, наверное, строили Айхал. Ой. Коржик. Это Коржик. Сразу вам ку-ку. Давай ему дам. Нет, фисташку, фисташку. Да, вот так наконец-то придется. Сразу вот так. У меня Да. прям махом это краснеет рука. Да? Ну, видишь? Да ладно. Краснеет. Да Тебя не ладно. будет краснеть. Да. Я 83-го года рождения. 83-го. Ты? Ага. Ага. А там считайте. Настя, ёб твою мать. Давай, забегай. Поболтаем на Что стриме. тут рядом через парк перебежать, да? И уже у нас. Ну, бери мужа, если хочешь с собой, ладно уже. Если муж там на работе, ну пускай будет работать. Там, если спит, пускай спит. Сама приходи. Если нет, ну бери его тогда с собой. Заодно на попугайчиков посмотрите. Да? Ну да. Сейчас Коржик потрапезничает. Я даже не помню, как мужа Насиного зовут. Никита. Никита, Ваня, Петр.
Никита, по-моему, себя зовут. Да? Настя? По-моему, да? Да. Если вкусный сироп. А вы? О, Герда, не волновайся. Герда. Я 73-го года рождения. В 74-м мы в Байкал и приехали. Родители в Алросе работали, как и большинство. Папа бурильщиком был, мама в Макинской экспедиции МГР работала. В 88 году уехали из Айхана. Ой-ой-ой, как это давно было-то. В 88 году я родилась. Обалдеть, да? Вообще. О, ну, Видишь, сейчас как? вообще это вот сейчас Айхал с какого? 57-го года? или 6-го, или 7-го, да, когда Да. открытие было трубки, вот карьера Айхау, да. Просто сейчас уже, Да! просто сейчас это, Ты решила походить? много уже было реорганизации Походи. компании Ауроса. Амгрея много еще упразднили, там поразделяли, поэтому вот я вас уверяю, вот за более чем 30 Быстрее, лет, быстрее, ну, быстрее. это много чего уже изменилось, много чего изменилось. За 30 лет, считаю, нифига себе. Обалдеть. Да? Уехали в 88 году. Айхава. Ну, уж 35. Уж Обалдеть. 35, если 88-го. Ну, а хотели бы обратно сюда вернуться, кстати, или нет? Беданка. Давай быстрее. Она еще вот так делает. Опа. А, кстати, птица как кошка, блин. Я вот охренел просто. Вот пускай, пускай. Ну, это на кровати, когда лежит, она так может лежать на спине. Да не бойся, ты что-то боишься. Сейчас тоже почти все работают, Артистка. работают в Лаоса. Артист. Сейчас будет танцевать, кстати. Так, сейчас немножко увеличу. Быстрее, быстрее, Герда, давай, давай. Видно так вот ее. Все, хватит. Спектакль окончен. Гаснет свет. Сейчас да. Рыбу поешь, и потом все в этом. Все в рыбе, да? 28. Как 28, 22, 18. 22, я же сказала. 17. Или вот 20. Юля у нас во 2 классе. Вроде учится как бы так. Ну, более-менее нормально. Конечно, хотелось бы получше, хотелось бы поактивнее. В садике, как положено, не занималась. Садик пропускали, очень часто пропускали садик. Вот. Ну, мы как бы думали, что из-за этого, фиг его знает. Ну, и садик пропустила. Поэтому вот программу садика немножко еще просмотрится. Вот и выкидывать. Они мокрые, после салфетки. Что у меня клюв мокрый. Ну, Да? начало. Намочила? Кожика показывать не хочешь, да? Как он прикрыл, всё. Да, время, друзья, быстро летит. Время садики и школы. А ты же, Леха, а, ну да. Пока детей нету, да, ничего нету. Кстати, потом можно будет выключить рулетку. Посмеяться, да? Вдруг какие-нибудь фраера попадутся. Интересные.
А в Нижнем Тагиле сколько времени сейчас, кстати? Нижний Тагил, это, наверное, примерно край Красноярска, да? Ну, плюс 2 часа, может быть. Ну, минус 2, может, минус 3. У нас 20 минут 11, а там, наверное, 20 минут 7 вечера, да? Наверное. Ну, плюс-минус так, наверное, скорее всего. Я думаю, так. Ты вообще наполовину видно, видишь, лицо. Авроса молодец. Всегда поддержка от нее была. Вернуться, побывать я лично бы очень хотел. Но родителей в живых давно уже нет. А мне, пожалуй, что уж грустно очень возвращаться. Ну да, время, конечно, вспять не повернуть. 18:20 у Алексея. Это получается 3 часа разница во времени, да? Ладно, удачи, меня играть позвали. Хорошо, стрима. Все, давай. Рули. Поиграть Спасибо. тоже надо, да, поиграть. Мы тоже играем. Мы тоже играем. Иногда. В Mortal Kombat мы играем. Первое место в Айхаре вообще-то в прошлом году. Ну, кстати, да, мы первое Кто место. занял? Кто? Вы думаете, Саня? Нифига, я. Ну, офигеть, да? Ну, кто, короче, играет, тот знает персонажей и всё такое. Кто в теме, можете спрашивать, если интересно. Ну, Мартуха, наверное, сейчас не так, наверное, популярно, да? Вот такой тунец, да, вот? Непонятно, да? Своеобразный. Может, Друзья, кто кушал тунец? Где фокусировка? нет. Тунец, ты где? Тунец, ты чё? Нет, это сильно, наверное. Короче, не хочет, ладно. Сейчас Нет, Настя такой придет. вкус, конечно, специфический. Настя отключилась, может, и идет уже, да, собирается, конечно. Да. Зараз дынь-дынь. Дынь-дынь. Я тут. Я туда. Я тут. Настя немножко подофигеет. Что, Коржик? Танцуешь тоже, да? Давай. Скажи, я не танцую, я только болтаю. И матерюсь как сапожник. Что ты там копошишься? Нижний Тагил, город великих могучих заводов, завод, Химмаш, нифига. НТМК. Демидов, музей, завод. Обалдеть. А НТМК как расшифровывается? НТМК. Металлоконструкции, наверное, вот в конце. Наверное, тяжелых металлоконструкций. Нижнетагильские металлоконструкции. Да, Нижнетагильский завод металлоконструкций. Или машиностроительного комплекса, что такое, наверное. Ну да. Да? Я думаю, да, что такое, скорее всего. Что-то все устали, что ли? О, да, Коржик. Правильно. Он Коржик подсказывает. Его не зовут в прямой эфир, вот он и это. Чай? Чай хочет, Коржик. Коржик, хочешь чай? Я же говорю, люди не знают, кто такой Коржик. Герду знает, а Коржик нет. Ну, Коржичек. Валера знает его. Да. Валера водовоз. Пой, Антошку, давай. Кукарай, что там пой. Нижнетагильский металлургический комбинат. Металлургический, видишь, мы не угадали. Не машиностроительный, не... Ну, мы не Какой угадали, еще ты там да. Металлоконструкция, говорю. ну да, почти.
Увы, Это в универе получился мне это юридическое. м, Вот. Как ты это долго говорил? Это очень длинное слово. ничего страшного. Нам простите. Спасибо за конкретную информацию. Так. А где мама Света? Она ушла. Мама Света уже, наверное, Спит ушла. уже спит уже. А, Да. нет, ночью, наверное, не спит. Время. На работе. Было 11, нет, выходная завтра. 50, там пол-9 в Красноярске. 8:30 вечера получается, да? Вот когда дверь открыта, вот вообще часов не видно, да? Блин, часы, я вообще в шоке с этих часов, блин. Такие маленькие, блин, Пиздец пипец. Вообще, я тоже так немножко даже расстроился, кстати. Ну, по фоткам-то нормально, и там вот за это я их переживала. Я только коробку увидела, и так поняла, что, блин, что-то здесь не так. Да? Ну, ты-то... Ну, видишь, зал огромный, нужно. Это можно Юльке поставить. Да? Ты играешь, что какие-то булочки, хрен знает, что это такое. Не, ну как... Ну, цифры вот, ну, чуть больше, может, чем... Ну, вот такого плана, как тебе будет, наверное. По кругу вот смотри. Ну вот это так и будет. пипец, это пипец. Это мало, да? Ну да. Это можно повешать их только на телевизор, и все. Я оторвать потом выйдешь. Да. Че, может выйдем в чат-рулетку, поболтаем? Может попадут кто-нибудь интересный. Друзья, да, сейчас мы выйдем в чат-рулетку, короче, посмеяться. Сейчас стрим нам придется перезапустить. Немножко, короче, поржем в чат-рулетке. Я думаю, может быть, кто-то попадется интересный чувак. К примеру, загуглите город Нижний Тагил и посмотрите фотографии. Увидите, как пустит наш химический комбинат. Ладно, посмотрим, посмотрим. Да. Я знаю, еще в Челябинске много заводов. Златоуст, Челябинск. Ну, Там там, тоже да. заводы металлургические. Там прям, там и воздух, там и климат очень тяжелый. Красноярские алюминиевые заводы, Русал. Да? Там тоже еще. М. Зато в Новосибирске труб нету. Вроде как, да? Да, по-моему, пришли. Так, друзья, сейчас переключимся с новым стримом в чат рулетки. Коржика никто не хочет смотреть, ладно. Коржика показывать не будем? А никто ничего не пускай. написал, ладно. Пускай себе. Пусть кушает. Что, посмеемся в чат рулетки, да? Ты даже не сказал пока. А, ну как бы мы же не пока. Нет. Нет, мы-то еще увидимся. Так, друзья, короче, сейчас перебегаем в чат рулетку. Сейчас через пару минут будет трансляция в чат рулетки. Так что давайте, ждем вас в чат рулетки, друзья.